Прошли финалисты президентского конкурса «Микин» в области YouTube-блогер Доронбек Адаханов. Саламатсыздар, урматтуу биздин көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз Анталиянын Финики шаарчасына келдик. Өзүңүздөр билгендей, былтыр биз Анталиядан биздин мекендешибиз Аида айым жөнүндө турак жай компаниясынын бөлүм башчысы жөнүндө сиздерге көрсөтүүнү тартуулаганбыз. Бул жолкусунда болсо биз Финики шаарчасында атайын апарт отель Эксперт групп компаниясынын ушул Orange Premium ижарага берүү жөнүндө жана ижаранын жаңы түрлөрү жөнүндө сиздерге айтып бермекчибиз. Бүгүнкү чыгарылышта биз Аида айым менен маектешебиз. Кызыктын баары алдыда, анда эмесе кеттик. О, саламатсызбы? Саламатсызбы, Доронбек, жакшы. Жакшы, ден соктарыңыз. Жакшы айдым, кандай турасыздар? Кош келиңиздер. Кудайдын буйругу экен, кайрадан бир жыл өтүп, биз бүгүн сизге кайра келдик Анталияга. Былтыр болсо сиз жөнүндө аябай жакшы сонун чыгарылышты тартып, биздин мекендештерге тартуулаганбыз. Бүгүн болсо мына өзгөчө жанагы апарт отель жөнүндө бизге ушул биздин көрүүчүлөргө, кыргызстандыктарга кандайдыр бир жакшы эс алуу жана ижарага алуу жөнүндө айтып бересиз деп атайын кайра сиз менен бүгүн маек курганы келдик. Кош келдиңиздер Доронбек. Чындап айтканда сиз менен көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын. Былтыркыга салыштырмалуу айтып кетчү нерселер аябай чоң, аябай көп. Кош келдиңиз. Рахмат. Көрсөтөйүн баарын. Кеттик анда. Доронбек, бүгүнкү маектешүүчү проектибиздин эң башкысы бул Orange Premium сервис апарт отели. Бул Orange Premium Suites сервис апарт отели жер ортолук деңиздин жээгинде жайгашкан. Жана биздин конокторго кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү эс алууну жана жашоону тартуулайт. Жаратылыштын кучагында экологиялык таптаза райондордун бири болуп эсептелинет. Бул Финики шаарчасы. Финики шаарчасы биздин коноктор, туристтер шаардын ызы чуусунан алыс качып, баягы жашоонун мындай тез темпинен чарчагандар, мындай жаратылыштын кучагына келип, тынчтыкта, ар нерседен алыста, бирок ошол эле заманда, ошол эле убакытта сапаттуу бир, комфорттуу бир ыңгайлуулуктарды камтыган бир жерде эс алууну эңсеп калышкан. Ошондой эс алууну биз тартуулап отурабыз. Конокторубуз ар бир күнү, ар бир кадамы комфорттуу түрдө өтүш үчүн ар кандай условияларды бул жерде жараттык. Көрүп тургандай сонун таптаза тазаланган бассейн, шезлонгдор, жаш балдар үчүн американский горка, жаш балдар үчүн аянчасы, детский бассейн, спорт аянчасы. Анан кийин бул жакта болсом спорт менен машыккандар үчүн спортун перерыв кылбай улантуу үчүн аябай сонун фитнес зал бул жерде. Жөн эле баягындай кичинекей фитнес зал эмес, аябай жакшы, чоң, аябай сапаттуу бир фитнес зал болот. Наркы жагында саунасы болот, хамамы болот, заказ менен массажисты бар болот. Бул жакта коногубуз максимальный эс алууну биз тартуулап отурабыз. Бул жерде саркы тамактанууларын жасаса болот. Анан бул проекттин эң бир өзгөчөлүгү Доронбек, азыр жашоо мындай эме болуп атпайбы? Бизнес эч бир күн бизден алыс кетпей, ар дайым жанаша биз менен. Ошон үчүн бул жактагы конокторубуз жумушунан бир дискомфорт көрбөй, жумушун уланта билген, бир
бир аянт жасап атабыз. Бул жакта дизайн боюнча бул жакта лаунж зона болот. Лаунж зонада чоң кофе машина. Кофенин түрүн 20 чакты кофенин түрү болот. Бул жакта чайлар болот. Байкындай автоматтар болот. Напитогун алып ичкен, печеньясын алып жеген. Бул жакта болсом мягкий мебель, эмерек менен жабдалган аябай сонун бир зонада. Бул жерде болсом чоң узун бойдок столдор, барный столдар менен, телевизор. Адамдар күндүзү иштеп, кечке мал ушул эле жерден топтолуп маектешип, өздөрүнүн тажрыйбаларын бөлүшүп, бир дос деле болгону бул жерде аябай сонун мүмкүнчүлүк болот да. Бул жакта болсом бир аз тамак жеген үчүн бир аз зона коворкинг, зона лаунж болот. Эмнеге дегенде биз бул жактан заказ менен таңкы тамактанууну сунуштап атабыз. Бул жерден биздин кухнянын бир кафе бар. Ошон менен сүйлөштүм. Блинчик калган блинчиги бар, пельмени калган пельмени бар. Турецкий завтрак ошолордун баары по заказу эртең менен жолсом күндүзү 2 мал бул жерде по заказу келет. Доронбек азыр 3 бөлмөлүү квартираны көрсөтөйүн. Кандай камтылган? Бул болсом 2+1 деп коет түркчө. 2 спальный комната, 1 зал кухнясы менен. Бул жакта өрткө каршы чаралар көрүнгөн. Орусча айтканда противопожарная безопасность. Анан бул жакта болсом мындай килтейген сонун террасасы бар. Ох ты! Бул ар бир ушундай террасадан канча квартира бар буякта? Терраса менен өзү 6 квартира бар. Анан жөнөкөй квартиралар террасасы жок болсо деле ар бир квартирада балкондору бар. Балкон достаточный кенен. 2 адам жөн эле стол менен отуруп, 2 стул, жолсом 4 стул кеңирип ата турган. Анан кааласаң жолду кесип өтүп эле өзүңүн собственный частный пляжга кирип ал жакта сени эч ким тийбейт. Полностью комфорт менен полноценно эс алса болот. Башка курортный шаардарды карасак, алар ызычуу. Баалардын деңгээли бул жакта 30%ке ниже. Арзан. Неге дегенде бул жакта баягы рынок буз электе бул региондо, ошон үчүн азыр аябай сонун бир мүмкүнчүлүк. Ошону бир жасап атам. Кудайым буйрса, сонун болот. Анан өзүм эң биринчи каалоом ошо жерлештеримен көп келип, эс алып, ушундай сонун жерлерди көрүп, ал жакты кыдырып, бул жакты кыдырып, кааласа автоунаа менен келсе болот, аны да ижарага беребиз. Велосипед менен ары бери дагы велосипед тээп кезип келсе болот. Сонун эмелер бар, сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Экскурсионный турлар бар. Туроператор бир 20 жылдык стажы менен туроператор келип, трансфер менен эки жакты эметип келет. Баягындай экскурсия жасатып, историядан айтып берет, тарыхтан, сонун кооз жерлерди. Илгери бул жак Византиянын эски шаарлары дагы бар. Доронбек азыр үйдүн ичин көрсөтөйүн. Кандай сонун жабдылган. Бул жерде болсом бизде бардык нерсе под ключ. Орусча айтканда бүт нерселер даяр. Чемодан менен эле киресиң да. Өзүң үйүңдөй. Бул жерде килтегендей холодильник. Бул жерде идиш аяк, стакандар, табактар бар жолу даяр. Бул жакта болсом тамак жасап жечүлөргө кастрюлялардын баары бар. Бул жакта болсом стакандар, кофе үчүн, посудомоечная машина. Фильтр суу уже коюлган. Бул жакта 5 ступенчатый. Мусорный ведросунан бери даяр. Бул жакта 3 индукционная плита, духовка, вытяжка.
Бул жакта кашык на 6 персон бар даяр. Иши кылса терка, мёрка бар жогу, на чейин все под ключ. Все готово. Кофе машинасы бар, бычактары бул жакта. Бар жогу аябай сонун сапатта жасалган. Анан бул жакты көрөлү. Эң сонун жери бул жерде коридор бар болгондугу. Неге дегенде азыркы жаңы проекттердин бар жогу эле коридорсуз эле дал эмеге кирип калат да, мына жерде гостиный болуп калат да. Без постсоветского пространства люди любят, чтобы был именно входная группа, да. Бул жерде сонун зеркало. Бул жакта болсом полностью детская спальная комната, жаш балдардын. Бул жакта ата-энелердин жатак бөлмөсү. Могул шкафтардын баары дизайн менен жасалган столярный. Ооба. Сонун ичинде кийимдери достаточно бата турган. Ар бир квартирада кондиционери бар. Ар бир комнатада бөлмөдө кондиционер бар, телевизор бар. Бул жактан сразу балконго чыга аласың. Бул жакта прачечная зона. Кир жуучу машинасынан бери коюлган. Бул жакта болсом суу ысытуучу. И комфортабельный мондай көзгө менен шкаф жасалган. Быкычкын баарын жаап койсо болот. Бул жакта душевая кабина. Кир кургаткыч, кир салгыч бар ушул жакта даярдалган. Клиент келет жөн эле даяр квартирага өзүнүн үйүндөй, бирок ошол эле убакытта Турцияда да эми эс алуу жайында. Бирок өзүнүн үйүндөй эле колдонуп, үшүп кете турган болсо жерден ысытма. Бу жакта орусча айтканда теплый пол, да? Теплый пол. Теплый пол по всей квартире. Аябай ыңгайлуу. Дмитрий, расскажите о себе. И мы знаем, что вы здесь, в Финиках, в Анталии, уже несколько месяцев как бы проживаете. И вот в таком апартаменте, как Оранж, да? И какие удобства, и как удобно ли вам здесь? Да, комплекс достаточно интересный, хорошая продуманная концепция. В принципе, все внутри периметра комплекса находится. Задумка и план очень интересный. Есть и фитнес в плане, и коворкинговая зона, бассейны, которые вы уже видели. Также хотел сказать, что самый большой плюс, который для меня повлиял на окончательный выбор именно этого варианта, это был близость к морю. Причем реальная шаговая доступность, это буквально 50 метров. То, что можно с утра, когда еще не сильно жарко, или вечером, когда уже свободен и также не жарко, дойти до моря и искупаться. Также есть бассейн. Вот. В плане комфортной жизни можно добраться до города. В городе есть прогулочная зона, недавно реконструированная набережная с различными кафе. Также в городе есть две речки небольших, но очень живописных, вдоль которых такие открытого типа фудкорты, можно назвать, с местной кухней. И пиде есть, и кефте, и морская кухня из морепродуктов рыбы. А в другую сторону, в сторону Анталии и Кемера, собственно, есть Кемер, да, и не доезжая Кемера, есть тоже вот красивые живописные пляжи, которые отсюда видно. Это мыс Гелидония, маяк Гелидония, вот, городок Мавикент. Там еще такие, неизведанные массовым туристам бухты есть, где очень красиво, живописно и пока еще мало людей. Доронбеки, азыр биздин экинчи проектте келдик. Экинчи проектте Оранж Центрум аты. Центрум деп неге аталган себеби шаардын центринде жайгашкан. Бунун өзгөчөлүктөрү супермаркеттердин баары, аптекалардын баары, кафе, ресторан баары мындай жакында. Борбор, да? Борбор. 2 мүнөт, 1 мүнөт. Деңиз 5 мүнөт басып барганда. Анан бунун өзгөчөлүгү да бул жактан сатып алууда квартиралар дагы көбүрөөк. Бул жактан да ижарага дагы квартираларды азыр бул экинчи этап болуп топтолуп атат. Азыр 3 квартира бул жактан, тигил жактан бир 45 квартира чыгат. Ошондо
топ квартиралардын өлчөмү 50 квартира. 50 квартира. Бул жыл ижарага бергенди пландаштырып атабыз. Бул жактан да эми баягы бала чакалуу үй-бүлөлөр келет. Анан кара-картан келет. Өтө көп алыс жакка баргым келбейт, баскым келбейт дегендерге мына борбордогу проектибиз аябай ыңгайлуу да. Бул деле биринчи проекттин концептинде бүт ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ошол эле коворкинг зона, иштөө үчүн ошол эле фитнес зал, ошол эле хамам сауна, бар жок нерселер бурда деле бар. Квартиралардын сапаты один в один. Бул жакта Финикенин эң сонун өзгөчөлүгү дагы бул жакта яхт-клуб бар. Яхт-клуб бар, ал жакта 300 швартовочный место бар яхтсмендер үчүн. Ошо яхт-клубту чоңойтконду пландаштырып атышат акимият. Анан пляжный зонасы дагы бул жакта акимият тарабынан облагораживание болот да, сонун өзгөчөлүктөр болот азыр. Эгерде сиздердин ушундай квартираларды сатып алам, батирлерди сатып алам десе, айдайымга ушул ылдый жактагы телефондор чыгып турат экрандан. Ошого байланышсаңыздар болот, айдайым биздин атайын Кыргызстандан биздин мекендештер үчүн өзгөчө мындай арзандатуу бар, Сөзсүз түрдө ансыз болбойт. Өзүбүздүн мекендештерибизге, желдештерибизге, апаларга, аталарга, боордоштордун баарына өзгөчө бир арзандатуулар болот. Ар заман, ар дайым телефондон байланышсаңыздар болот, толук маалыматты бере алам. Айдайым бүгүн биз атайын Финикиге келип, ушул Финикидин сонун жерлерин көрсөтөлү, ушул эс алууга келген биздин ушул коноктор кайсы жерлерге барса болот? Эң биринчи азыр биз турган жерибиз Дооронбеке аябай тарихий концептте курулган бир мечиттин үстүндө турабыз. Бул мечитте келип намаз окуса болот, бирок дополнительно биз бул мечитти сонун бир панорама бияктан көрсө болот. Бүтүн Финике алакандай көрүнүп турат. Бүтүн шаар на ладони, алаканда. Анан кийин мынтип айтып келсек, биздин эки проектибиз бирөөсү бул больница центр Борбордо жайгашкан. Эң биринчи өзүнүн пляжы менен болгон проектибиз дагы могул Жашылчанын ортосунда жайгашкан. Бул жерде эң биринчи яхт-клуб. Яхт-клубка келип, яхтаны арендага алып, конокторубуз жер ортолук деңизге кезүүгө кетсе болот. Финикиге келе айтканда Олимпос деген сонун жер бар, фуникулер бар. Аябай сонун баягы бай жаратылышты ал жерде, ошо жерге кучагына кетсе болот да. Андан кийин Адрасан деген бухтасы бар, бир жер бар. Кара Өз деген бухтасы бар. Аябай сонун. Bundan нары батыш тарапка продолжать этсек, bundan кийин Демире деген тарихий бир шаар бар. Ал жерде собор Святого Николая деп туристтер аябай жакшы көрүшөт. Ал жерде баягы эски шаардын руиналары бар. Андан кийин Каш болсо столица ночных огней деп айтылат туристтерде. Турецкая ривьера деп коет. Мен ойлойм, ар бир келген конок бул жерде бактылуулуктун дагы бир өлчөмүн сезет го деп ойлойм. Бул инвесторлорго дагы айтып кетсе болот. Неге дегенде азыр биринчи береговой линиядагы деңизге мындай через дорогу прошел деңиз болгон Анталияда, допустим, алар аябай кымбат, 1,5 миллион евродан башталат ал андай үйлөр. А Финике дагы аябай арзанда азыр кирип, то есть азыр сатып алып, анан кийин бир канча жыл өткөндөн кийин сатса, аябай сонун инвестиция болот. Жолосом туризм келет атат, пассивный доход арендага ошо ижарага берип дагы без проблем акчага
кошо алса болот да, акчаларын пассивный доход болот. Мен ошо эксперт групп компаниясынын дагы стратегиялык директору Татьяна менен Мустафа Бей генеральный директор, алар дагы бир тажрыйбасы чоң инсандар, стратегиясын көрө билген, бир кийинки бир 10 кадамын эсептей билген инсандар, бизнесмендер. Ошолор бул жерде аябай сонун перспектива көрүп атат. Ошон үчүн көп проекттер бул жакта курулат, апарт-отель концептинде. Мен ойлойм, бул жерде Финикеде аябай кандай сонун бир шанс, возможностьтар болот да, ошон үчүн ооба. Айдайым, негизи эле сиздерге келген инвесторлар, кардарлар ушул сатып алган батирлерден кандай пайда көрөт? Анан канча пайда көрөт? Ошол жөнүндө деле айта кетсеңиз. Ооба, албетте эң сонун суроо. Эмне дегенде бул эң маанилүү жана негизги болуп эсептелинет. Эмне дегенде бир колдон чыгып атат бул проекттер. Инвестор үчүн бир колдо болгон, аны иштете билген, аны состояниясын жакшы акыбалда тута билген, жылдар бою тута билген аябай маанилүү. Неге дегенде жакшы куруп, анан эскертип берген, башка колдорго берип эскертип берген, ал бир мындай эле жөнөкөй эле нерсе да. Ошон үчүн эң негизги өзгөчөлүктөрдүн бири болуп, бул проект, объекттер бир колдон чыгып атат. Эксперт групп компаниясы буну курду, эки объектти курду, техникалык жактан көзөмөлдөө, аны кооздоо, анын тазалыгын кармоо, сапатын бузбоо, ошондой жактары техническая управляющая компания дагы эксперт групптун командасынан түзүлгөн. И азыркы негизги биз клиенттерибизге, кардалдарыбызга пайда көрүү бир максаты ал дагы бизден чыгып атат да. Бир катар бизнес модель стратегиясы түзүлгөн. Биздин клиентибиз, биздин кардалыбыз, бизден сатып алган клиенттер кантип пайда көрүү болот. Жосом өздөрү башында бир суроо жооп калбагыдай кылып биз ошонун баарын түзүп чыктык. Ошондо биздин клиент, сатып алган клиент мисалы канча пайда көрөт? Эч бир переживать этпейт. Биз каяктан клиент табабыз, кантип аны сдавать этебиз, биз кантип реклама беребиз, анын налогун каяктан төлөйбүз деген эч бир ойлонбойт. Андай проблема жок. Не дегенде биз баарын даптаяр кылып түздүк. Мисалга сүйлөгөндө 100% бронь келсе, биз ошону клиент пайда көрүү процентин көбүрөөк кылып, анан управляющий компаниянын просто бир баягы расходторун жаба турган кылып 1%ке бөлдүк. И плюс биздин управляющий компания, операционный директор болуп атпаймынбы? Ошо операционный отдел налогторун дагы төлөйт да. Бул жакта клиенттин жерине, клиенттин ордуна. На примере, допустим, 100% алсак, кантип эсептеп берсем, 100% алсак, клиент... Мисалы моундай кылайлы. Шекерден мына. Моундай кылайлы. Мындай кылалы, мисалы эсептейли. Чтобы биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун да. Мисалы 100% 5. 100% прибыль түштү, резервация болду дейли. Бунун 35% мына делимки, ну вот, допустим, бул жана бул 35% управляющая компания, бунун ичинде налог включительно, плюс расходы управляющей компании. А бул 65% бүт ушойдан эле сиздин колуңузга прибыль болуп кетет. Бул Бул жерде эч качан ал реклама берем деп ойлонбойт. Эч качан мен клиенттин келишин, кетишин эмесин, расходун төлөйм деп ойлонбойт. Брошюра распечатать этем деп ойлонбойт. Такыр
маркетплейстерге аларды жайгаштырам. Россия болобу, Европа болобу, СНГ өлкөлөрү болобу, аларды кантип мен эме кылам, реклама кылам, кантип booking.com'го берем деп эч бир башы оорубайт да. Ошон үчүн биз бул 35%-ын ичинде иностранный агрегатор, то есть booking.com, Airbnb, российский маркетплейс, европейский жарнаманын бүт түрлөрү. Биздин Кыргызстандан деле биз кошо иштешкен информационный порталдар бар. 24 kg'ге чыгат, кактуска чыгат. Ошолордун баарын блогерлер менен иштешип атабыз. Аябай мындай сонун иш чаралар жүргүзүп атат. Ошолор полностью ал проблемаларды камтыйт и жабат. Ошондо биз квартиранын ичинде болот атпайбы баягы износ деп коет. Ал дагы бул жерден бир бюджеттен износ дагы эме кылат, жабылат да, износ жабылат. Анан зарплата, ресепшнден зарплатасы, сотрудник нанимать этпейт клиент. Биз полностью операционный системаны ойлонуп өзүбүз жабабыз. Трансфер по заказу бар. Эгерде биздин ушул берүү аркылуу Doğru Life Media YouTube каналы аркылуу дагы деле мындай ошо немелер болсо, сизге кайрылса, кандайдыр бир скидкаларды кылып бере аласызбы? Аны сүйлөшөбүз, торг всегда уместен. Дооронбайкеден келсе кантип скидка кылып бере албайм. Урматтуу биздин мекендештер, көрүүчүлөр, эгерде сиздер биздин YouTube каналды айтсаңыздар, айдайымга кайрылсаңыздар, сөзсүз сиздерге промокод менен скидка болот. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня мы приехали в Анталию, находимся возле офиса Expert Group. Эта компания уже давно работает на рынке Анталии, и владеет этой компанией наша соотечественница Татьяна. Мы приехали сегодня рассказать о недвижимости и апарт-отелях, которые находятся в Турции. Мы сейчас заходим и будем вам подробно рассказывать о недвижимости в Анталии. Здравствуйте, Татьяна. Как у вас дела? Добро пожаловать. Здравствуйте. Рада вас видеть. Взаимно. Еще раз. Специально приехали из Кыргызстана снова снять про вашу компанию передачу. Проходите, пойдем. Татьяна, раз так меняется подход недвижимости и квалификация, да, все это, а вы как, ваша компания, что они тоже, вы тоже будете настраиваться под это или как будет? Очень правильный вопрос, Дарон. Это такой правильный вопрос. Вы знаете, нам было трудно перестроиться. Мы прошли достаточно сложный период. На самом деле, вот мы сейчас сдали 2 объекта. 2 объекта, они уже запущены, загружены, они уже под сдачу идут, уже поток, уже люди там приезжают, отдыхают, уже мы вышли на ту стадию, то, чего хотели добиться. Но изначально, ведь когда мы объекты начали строить, а это было как раз 4 года назад, не было предпосылков того, что поменяется так тренд. И нас спасало то, что, то есть у нас было понимание, что мы строим концепцию, это первая линия, да, что это будет курортная недвижимость. Вот это 100%, что там люди жить не будут, что она будет курортная недвижимость, потому что первая линия это даже не Анталия, это Финики между Кашем, между Анталией. Там очень хороший климат, там в летнее время такие потрясающие бухты, там столько зелени, столько природы, там столько достопримечательностей, и что это будет именно пользоваться вот этим спросом. И что покупатели это не только иностранцы, но и внутренние турки, но внутренний туризм. Это граждане Анталии, это граждане Анкары, это граждане Стамбула, то есть за пределами. Потому что местное население, если бы мы выбирали под них, то нужно было бы строить большие планировки. Они любят большие планировки. Но при больших планировках
планировках, для них, например, там, в том регионе, вообще не важна инфраструктура, как в пятизвездочном отеле. Они в жизни не пойдут на нее. Они не будут за нее переплачивать. Они забетонируют всю площадку перед домом в объекте под паркинг, даже газон не будут толком делать. И им так, для них это там норма. И, к слову, мы туда привели новые тенденции современные. Они стали приходить, смотреть. Им стало нравиться, что ничего себе, так можно, такая инфраструктура, такой огромный бассейн, столько благ, столько услуг, столько всего, как здорово. Но все приходят и говорят, что маленькие квартиры. А потому что изначально они строились как курортные. Большая квартира не нужна под курортная. А потом пришел тренд новый, вот поменялось все в 2024, в конце 2023-2024 года. Объекты уже подходят к концу, они достраивались, и мы понимаем, что там были люди, которые тоже покупали как инвестиционно перепродать. И мы понимаем, что инвестиционную привлекательность, она здесь рушится на рынке, на складах. У всех очень много товара, похожего, как у нас. И что с этим делать? И на тот момент, уже на последней стадии строительства, мы начали резко менять. Мы провели аналитику, мы оценили мировую аналитику в самой Турции, мы поняли, что все идет в сторону, если это как инвестиционно, если это отталкиваться как от курортной небольших квартир недвижимости, то тут должна быть история про апарт-отели, про сдачу. И мы начали думать, а как мы можем поменять на вот этом этапе, то есть в строительстве поменять нормативы для того, чтобы оно стало подходить под сдачу. Да. Слава богу, это успешный был кейс. Было сложно, правда, очень сложно. У нас начали задвигаться сроки, мы начали отставать от сроков сдачи только лишь потому, что мы условно переобулись в процессе стройки. Да. Нам пришлось переобуться, иначе была бы история про то, что ну вот так получилось, мы людям говорили, ждите, на рынке ничего не продается сейчас, одно, второе, третье, там, надо подождать, ну зачем? И в настоящее время это успешный кейс, успешный проект. На фоне его мы и второй объект тоже перевели в апарт-отель. И это здорово, это слава богу, что мы так сделали. И у нас были объекты, и есть объекты в Финике, которые мы продолжаем строить, которые выведены уже, и даже узаконен архитектурный план строительства мэрией. И вот надо начинать строить, мы заморозили. Мы заморозили для того, чтобы сначала вывести вот эти апарт-отели, посмотреть, как это пойдет, как этот весь путь, а уже с учетом вот этих новых протоколов, законов, самого операционного процесса уже перестроить объекты, потому что мы до этого строили тоже, запланирован был объект на 400 единиц жилья на первой линии, где одновременно задний план должен был быть один блок именно апарт-отель, по бокам по два блока премиум-сегмента, представляете, премиум-сегмент с высокими потолками, комфортные квартиры, но курортные. И на переднем плане виллы. И мы поняли, что это все, это уже не работает. И нужно четко замораживать, то есть опять переделывать архитектурный план. Мы разделили, размежевали опять участки, мы разделили апарт-отель отдельно, жилые объекты отдельно, премиум-сегмента курортные, и виллы вообще убрали. Виллы вообще убрали, то есть идем по пути, разделили на мелкие участки, там по 80 по 80 квартир, это будут апартаменты именно под сдачу и премиум комфорт сегмент, премиум сегмент именно жилые. Вот 3 будет объекта, хотя планировали на 400, огромный, большой, смешанный объект. То есть, конечно же, если ответить на ваш вот прямо ответ, да, это то, что необходимо было сделать, иначе мы бы затоварили, мы бы произвели товар, который в итоге был бы заскладирован на складе, и спрос на него с потребителя упал бы очень сильно.
то, что сейчас на рынках и происходит. А у нас есть преимущество того, что у нас есть своя аналитическая компания, потому что у нас есть еще агентство недвижимости. У нас есть строительная компания и агентство недвижимости. И на базе агентства недвижимости нам не нужно создавать какие-то там анкеты, делать опросы, то есть наугад, кого-то там слушать. Через нас проходит огромный поток клиентов. Вот они, живые люди. Мы в моменте видим, как меняется тенденция и запрос. Да, да. И на него нужно очень резко реагировать. Это даже, знаете, к слову к тому, что, допустим, раньше любая компания, которая даже не работает там в строительстве, с недвижимостью, раньше план развития компании выстраивался на 10 лет. Да. Потом он стал выстраиваться на 5 лет, а вот сейчас, в настоящее время, компании выстраивают план на год, и плюс это еще корректируют ближайшие каждый квартал 3-4 месяца. Настолько быстро все сейчас меняется, и надо очень быстро реагировать. Иначе можно как себя подставить, так и подставить инвесторов, людей, которые за тобой идут. В данный момент у вас что вы предлагаете клиентам, да, и что у вас, какие объекты сейчас есть? В данный момент у нас есть уже готовые 2 объекта, в которые можно заходить с гарантированной арендой. То есть мы 50% там заморозили продажи полностью для того, чтобы, когда мы поняли, что нам нужно вывести сейчас под апарт-отели и сначала вот эту историю завести. Как только мы это все сделали, мы создали систему с гарантированной арендой. То есть в настоящее время можно приобрести уже готовые апартаменты с полным наполнением, как действующий бизнес, с полной операционной системой, командой полностью. И плюс гарантированным доходом 8% годовых. С полной отчетностью, с полной открытой системой, с полным видением, как процесс движется, потому что все мы оформляем и делаем полностью открыто, открываем личные кабинеты на каждого, которые привязаны к налоговой. И то есть любой владелец может зайти и в моменте увидеть, кто заходит сегодня, кто заезжает в его квартиру, потому что все эти данные по закону мы обязаны сегодня же загружать их паспортные данные и срок пребывания. И человек заходит и уже видит, кто у него в квартире находится. Эта история очень прозрачная, официальная. Эти апартаменты первая линия, около моря, в потрясающе красивой среде, в потрясающе красивой долине, 60 километров Каш. Это европейская атмосфера, это вечерние, вы были там, смотрели Саида, это потрясающие места. Это яхт-клуб, где можно снять яхту. Яхты здесь недорого на день стоят, можно с семьей или с близкими, друзьями сесть и проехаться там прям по бухтам. Почему в Анталии нет яхт? Даже если вы проживаете, допустим, в Анталии, то для того, чтобы выехать на яхте куда-то в бухту, покататься, а на яхтах катаются в открытом море, на яхтах нехорошо. Это было все стратегически нами продумано, и под это мы заточили объект. Апарт-отель. И там же продаются апартаменты. Если людям, допустим, не понравилось, они вошли, год посмотрели, как работает, какую прибыль они получают, у них есть в любой момент возможность выйти. То есть эти же апартаменты мы можем перепродать другим. Это действующий рабочий бизнес. Это история не новая, которую мы придумали. По миру она существует, она проработанная. То есть мы просто взяли и скопировали эту систему, создали ее у себя. И сейчас мы с сентября месяца выводим новый проект, это с котлована. Опять-таки история по апарт-отеля. В чем плюс с котлована? То есть там есть свои плюсы, как мне кажется, и минусы. С котлована человек, когда заходит, он замораживает деньги, но у него есть возможность заходить постепенно, то есть вливать деньги с рассрочкой, но при этом он будет ждать, пока 1,5 года объект будет строиться. Здесь же это готовый объект, в который можно зайти,
попробовать, увидеть, как он работает. Да. А если уже будет желание, потом перейти уже в строящийся. Выйти отсюда и перейти в строящийся. То есть у нас любая модель работает, и все эти модели, они успешные. Ну, как бы успешный успех не очень хочется говорить, но тем не менее они достаточно хорошо себя показывают. Есть у нас объект еще в Анталии, который мы здесь достраиваем. Там продаж у нас практически не осталось. Все, что в продаже есть, это достаточно уже высокие ценники, стоимость. Но если кто-то, допустим, как альтернатива говорит, там, финики мне не хочется, я хочу именно Анталию, то здесь у нас тоже есть объект, в который люди могут зайти. Просто единственное, здесь уже условие, прибыль, ну то есть они не поймают, это будет чисто, они не поймают здесь, ее не будет здесь, потому что они не апарт. Они чисто жилые, они уже на последней стадии строительства, и по стадиям строительства рост недвижимости, он уже все взял, уже там 100% стоимость. Это только лишь как недвижимость для сохранения денежных средств, куда-то увезти, заморозить, пусть они будут, ну и как пусть будет. Буду приезжать, отдыхать. Только для этого. То есть на любой выбор это есть. А если говорить, все не просто так. Вот этот макет у нас здесь находится, он здесь прям по теме, скажем так. Почему? Потому что мы находимся в огромном микрорайоне, новом районе Алтын-Таш. Сейчас он уже, конечно, не новый. С какой-то стороны, конечно, посмотреть. Здесь сейчас идет активное развитие. Здесь 70 тысяч жилья. То, что что-то в процессе строительства, что-то уже закончено, пытаются как бы на продаже выставлены и продаются. Есть, что люди уже заехали, живут. Но так или иначе, для того, чтобы этому району стать полноценным, стопроцентным жилым районом с полностью городской коммуникацией со всеми, комфортным, удобным, чтобы уже все стройки закончились, стройки не жить, там соседние дома, то ему еще лет 5 надо. И когда вот он полностью, сейчас он замер в цене, но когда он полностью выстроится, когда все здесь достроится, когда все дороги, все парки, все коммуникации, когда здесь жизнь вот усядется, тогда резко там цена поднимется. Но это достаточно долгоиграющий проект. То есть, получается, надо ждать 5 лет. И здесь он подходит для тех, когда люди пытаются или имеют цель, какие-то заработанные средства просто увести, сохранить. Да, так, чтобы были они надежны и не потерялись. Ну и можно иногда приезжать, отдыхать. Так, чтобы здесь в Алтын-Таше купить и перепродать, эта история не про сейчас. Это не про сейчас. Это честно. Если кто-то говорит другую историю, пожалуйста, об этом думайте, не забывайте, делите это на 5. Это неправда. Купите здесь недвижимость, которая в строительстве, не готовая. Попадете на ней лет на 5. Да, есть эта история. Микрорайон огромный. Это все те объекты, которые мы в эксклюзиве продавали, вот они выделены. В настоящее время все эти проекты практически достроены, и здесь уже цена, она зафиксирована, она высокая. Единственное, можно по некоторым пройтись. Что можно сказать про этого объекта? У нас этот объект, он также строится в Финике. Но это объект, который мы реализовывали частью, не полностью. Этот объект мы архитектурное сооружение создали, узаконили землю. И сейчас строим полностью под спецпроект. Это немцы. Здесь чисто немцы строят для себя. То есть он под немецкий проект. Это вот опять смешанная концепция. Почему я его не берусь продавать опять-таки? Потому что здесь история, вот она опять смешанная. Виллы, апарт-отель. Вот эти, да? Да. И
жилые, понимаете? И когда я ребятам объясняла о том, что сейчас это уходит и давайте сделаем что-то другое, ребята исключительно по этому формату, который уже обкатан, решили продолжить вот так. Поэтому мы создаем это чисто для них. И да, и дальше это уже их обязательство, как они это будут использовать. Все. Это виллы, которые у нас в Анталии, здесь в Алтенташе, они уже сданы. На продаже здесь сейчас есть только с апгрейдом вилла, которую мы с нашим клиентом полностью взяли и переделали под премиум с полным наполнением под ключ, там евродизайн, все прям. Эта вилла выйдет сейчас через месяц и будет в продаже. Это единственное. Больше там у нас уже практически ничего не осталось. Этот объект, это же строительная компания. Вот эти наши два объекта, о которых мы долго и мучительно меняли концепцию и вывели их в апарт-отели, и сейчас они работают. Это первая линия, как видно, прямо здесь. Здесь мы еще арендуем, то есть мы договариваемся, здесь еще пляжная зона, пляж. И на территории полностью концепция, даже коворкинг есть. Вот это то, что здесь, требуется для посетителей, люди, которые снимают. Это здесь основной тип посетителя, если под аренду, это кочевники, цифровые кочевники, люди, которые живут по несколько месяцев в другой стране. Да, это вот прям под ним. И вот этот, он находится в центре, он очень уютный, вы были в нем. Да, да. Мне он очень нравится, мы даже себе оставляли квартиры вот здесь. А если честно, потом я даже начала думать о том, что нам надо менять местами с кем-то, потому что он настолько уютный, он в центре, это у него самом своя, центре, получается, да, своя такая уютная атмосфера. На эксклюзиве у нас есть еще один объект, мы его сами не строили и не строим, он на третьей стадии, правильно, уже совершенно выходит? верно, да. И этот объект у нас в эксклюзиве, то есть у нас есть еще департамент, который занимается эксклюзивными продажами, то есть строительные компании, как я уже говорила, они умеют чаще всего строить, но они не умеют продавать, и они не умеют делать концепции. И в этом им нужна помощь других специалистов, которые под это заточены. Так как у нас агентство полного спектра, и мы это очень хорошо понимаем, нам доверили эту часть, простите, тут даже что-то упало, доверили эту часть, и мы этим занимались. И вот у нас руководитель эксклюзивного департамента продаж Тофик, я думаю, что он лучше об этом расскажет, чем я. Да, здравствуйте, меня зовут Тофик. В целом, если говорить о нашем департаменте, то этот департамент больше заточен, как Татьяна нам сказала. Есть очень крутые строительные компании, которые себя проявили на рынке уже достаточно хорошо за долгое время. Очень хорошо строят, но маркетинг не заделан. И поэтому мы берем данные проекты под эксклюзив и полностью берем на себя все права продажи. Соответственно, данные объекты у нас с макетами, со всей маркетинговой составляющей находятся в нашем исполнении и продажах. И данный объект не исключение. Проект Opera de Art. Располагается он у нас в районе Алтенташ. Это юго-восточная часть, юго-восточный район центра Анталии, да, совершенно верно. И данный объект у нас находится уже на третьей стадии строительства. То есть здесь завершено уже грубое строительство, и мы переходим к чистовой отделке самих квартир. Уже завершена внешняя отделка. Данный объект у нас отлично подходит для иностранцев, которые именно приобретают себе для отдыха, также и для постоянного места жительства. Почему? Потому что здесь достаточно огромная территория. Общая территория жилого комплекса 8600 квадратных метров. И при этом на этой территории расположились всего лишь 3 жилых блока. В каждом блоке у нас имеются квартиры разных планировок. Квартира 1+1 и 2+1 с общими квадратными метрами от 45 до 80 квадратных метров жилой площади. Но больше всего этот проект именно берет и завораживает своей инфраструктурой. Здесь достаточно богатая инфраструктура. У нас имеется отдельно на задней стороне жилого комплекса спортивная инфраструктура, среди которой детские игровые площадки, спортивные площадки, офис управляющей компании, барбекю-зона. И, что немаловажно, именно для теплого климата Анталии у нас отдельно расположено здесь профессиональный теннисный корт и профессиональный баскетбольный корт, в котором можно профессионально заниматься этими видами спорта. Отдельно хотелось бы отметить в данном жилом
комплексе, помимо подземного крытого паркинга, где предоставляется одно парковочное место, да, совершенно верно, у нас въезд в подземный паркинг с этой стороны и выезд идет с главной дороги, то есть один выезд и один въезд. И помимо этого имеется еще открытая парковочная зона, это гостевая зона, то есть ваши гости, либо если вы имеете второе или третье транспортное средство, которое вы можете запарковать здесь. Ну и, конечно же, спереди полностью озелененная территория тропическими деревьями, пальмовыми деревьями, цитрусовыми деревьями, среди которых также утаился у нас большой бассейн на 300 квадратных метров и пул-бар зона. Также есть камелии, зона отдыха, расположенные слева и справа. И фишка еще этого проекта – это между блоками Б и блоком С расположенные здания, в которых будут панорамные окна, где расположится фитнес-зал и сауна с панорамным видом на бассейн. Да, совершенно верно. То есть здесь будет располагаться и фитнес, и сауна, с которых вы, занимаясь спортом или отдыхая в сауне, сможете наблюдать за бассейном, за водой, если у вас там есть дети, или просто как прекрасный вид. Данный комплекс у нас завершается в третьем квартале этого года. На данный момент у нас есть еще на продажу здесь квартиры планировки 1+1 и 2+1. Начальная стоимость квартир от $140 тысяч. При этом имеются очень хорошие выгодные условия по рассрочке. При первоначальном взносе 30%. Оставшуюся сумму можно без процентов оплачивать в строительную компанию до 12 месяцев рассрочки. К слову того, что по концепции. Все-таки вот эта концепция, она очень удобная, большая для постоянной жизни. Для отдыха, как курортная, она тоже подходит, она близко к морю все равно. К центру Лары, к морю здесь достаточно близко. 3 километра. Да. Но если как под концепцию постоянного проживания, здесь тоже немножко застройщик проиграл в том плане, как по концепции, которую он предполагал 3 года назад, квартиры небольшие. Мы со своей стороны уже в моменте, когда процесс весь шел строительства, мы согласовывали с застройщиком. Здесь есть еще, по-моему, 1-2 квартиры. Несколько пул-квартир, да. Пул-квартир, которые мы соединяли, объединяли в 2 квартиры, переделывали планировку прям как именно под жилую, чтобы была комфортная жилая недвижимость. Да, под просторные. И, к слову, даже эти квартиры, они гораздо быстрее в спросе начали уходить, но просто все невозможно уже было переделать. Либо там состыковка не получалась, одна квартира однокомнатная есть, соседняя уже продана, там уже не совместить. То есть все, что удалось перевести вот в такой формат, мы даже здесь это провели. Да, и она гораздо успешнее. То есть и в настоящее время, если кому-то нужна хорошая, комфортная квартира в Анталии там, для постоянного проживания, либо как просто даже инвестиционно в плане того, чтобы вот сейчас рынок встанет, в том плане, что район весь обустроится, ему надо время, когда он обживется, и все. Года через 2 в этом районе больше всего турки будут запрашивать большие планировки. Апарт отелдерге инвестиция кылуу инвесторлар үчүн кыймылсыз мүлктөн киреше табууга сонун мүмкүнчүлүк. Мүлкүн өзү башкарбастан ижарага берип, киреше таба алышат. Сиз тандаган апарт отель сиздин батирге кам көрөт. Каалаган учурда Туркияга барып эс алып, апарт отелдеги батирде жашап, калган учурда батириңизди ижарага бере аласыз. Апарт отелден киреше табууну кааласаңыз, экрандагы номерге байланышып консультация алыңыз.